Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Одна донация крови может спасти 3 жизни. Вот такова статистика. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Елена Стрельникова, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской станции переливания крови. Здравствуйте. Ну вот первый вопрос. Расскажите, какова у нас сейчас статистика в Башкортостане именно доноров? Хватает ли у нас? Вы знаете, это, наверное, один из наиболее часто задаваемых вопросов. Я вам могу сразу сказать итог нашей работы, что ни один больной не остается без помощи. У нас нет такой очень неприятной статистики отказов или ограничений в донорских компонентах. Это значит, что у нас добрых и отзывчивых людей хватает. У нас есть компоненты крови. И если кто-то проезжал мимо нашей республиканской станции и видел, наверное, на фасаде висит светофор. И очень многие говорят о том, что это, наверное, идет речь о наличии компонентов. Вообще-то нет. У нас всегда все есть. Это посыл людям, которые неравнодушны, что если зеленый свет светофора, ну, можно погодить, пока не приходить. Если желтый, то можно собраться к нам, потому что, ну, наступил какой-то период востребованности повышенной. А вот красный, да, придите, пожалуйста, потому что у нас очень высокая востребованность именно вашей группы с учетом этого резуса. Но компонентов у нас хватает. Елена Васильевна, какие запасы есть сейчас? Достаточно ли? Вот вы говорите о том, что какие-то группы крови, да, насколько важна каждая группа крови или как-то компоненты вычленяются? Мы, понимаете, о крови цельной не ведем речь вообще, потому что она не применяется в процессе переливания. Переливаются только компоненты крови. Поэтому вы в начале нашей беседы сказали, что один донор спасает 3 жизни. Потому что из одной взятой дозы мы получаем 3 компонента, которые идут 3 разным пациентам. А по поводу запасов, вот у нас есть каждодневные на выдачу, ведь компоненты крови – это короткоживущие компоненты, ну, у них короткая жизнь. И наиболее длительные такие замороженные компоненты плазмы, там различные они, у нас очень много разновидностей плазм. Но в основном эритроцит, содержащие компоненты, это приблизительно 1,5 месяца. 42 и 49 суток, соответственно, там в зависимости от консерванта. И нам нужен постоянный приток доноров, то есть постоянный приход доноров. Но это не значит, что если вдруг у нас какой-то группы не хватит, то вообще ее нет. Во-первых, у нас есть филиалы. И мы принимаем доноров не только в Уфе, а у нас достаточно большая сеть филиалов наших. Это город Стерлитамак, город Октябрьский, Кумертау, Белорецк, Бирск и Нефтекамск. Ну и плюс еще у нас есть так называемый, в простонародье говорят, банк крови. Ну, правильно это называется группа долгосрочного хранения клеток крови. Вот как раз там мы храним в замороженном состоянии компоненты эритроциты в течение 5 лет. И в любой момент они могут быть применены. У нас большой запас их. И еще такие компоненты, как тромбоциты, концентрат тромбоцитов, тоже хранятся при низких температурах. Мы в течение 2 лет их храним. Поэтому запасы есть на любую ситуацию. На, не дай бог, на техногенную катастрофу или какой-то природный катаклизм. Но мы готовы всем жителям нашей республики оказать помощь своевременно. Елена Васильевна, вы сказали, что есть филиалы у вас, что не только в Уфе можно сдать в кровь, но и в других городах. А вот как обстоят дела с районами? Я сейчас больше забочусь о жителях районов, да, муниципалитетов, которые тоже бы хотели сдать кровь. Вот как у них это может произойти? Ну, я назвала точки приема стационарного. Плюс ко всему у нас еще работает так называемая выездная бригада. Мы, согласно нашего графика, мы согласовываем с муниципалитетами наши выезды и выезжаем туда. То есть мы еще так мобильно собираем компоненты по республике. И, в общем-то, мы не обделяем своим вниманием все районы. Елена Васильевна, что нужно, чтобы стать донором? Есть закон федеральный 125 о донорстве. Там написано, что донором может стать любой здоровый человек, достигший 18-летнего возраста, гражданин Российской Федерации, либо иностранный гражданин, проживший не менее 1 года. Но, вы знаете, мало физический возраст. Нужно вырасти до этого. Это поступок, это преодолеть нужно себя для того, чтобы стать донором. То есть это донор, это очень щедрый человек. Тот, который не может пройти равнодушно против чужой беды и боли. Тот, который в любой момент может прийти и собой поделиться. Ну, есть, конечно, там и
показания, противопоказания, то есть они тоже временные, есть абсолютные, которые навсегда. Но это все при встрече с врачом-трансфузиологом. Конечно, все эти инфекции, вот на слуху там гепатиты, ВИЧ, удаленные органы, отсутствие органа, это, ну, как бы понятно, инвалиды. Но все критерии, которые могут помочь стать донором, это все при личной встрече с врачом. Насколько сейчас велико число желающих стать донором? Вообще мы не испытываем недостатка. Мы ежегодно фиксируем порядка 71-72 тысяч донаций по республике, а в донорские цифры это примерно чуть более 30 тысяч. То есть один донор в среднем у нас приходит чуть более 2 раз в год. У нас постоянная армия доноров. Конечно, мы приветствуем и вновь пришедших к нам в наши стены, потому что, ну как, что называется, обновлять нашу армию тоже нужно постоянно. Вот, и поэтому мы популяризируем вот при помощи вас, с вашей помощью, конечно, неоценимая поддержка в вашем лице, когда мы говорим в средствах массовой информации, насколько это важно, нужно и необходимо. А самое главное, не страшно. Вот мы с вами говорили о том, что есть доноры крови, но есть еще и доноры костного мозга. Если к донорам крови как-то наше ухо привыкло, то вот костный мозг нам кажется чем-то страшным. Да? Я вот сейчас и за зрителей, наверное, говорю немного. Вот расскажите, создается ли у нас регистр этот именно доноров костного мозга и в чем он заключается? Я даже боюсь предположить, что берут. Я поняла ваш вопрос. Действительно, это наиболее часто встречающийся миф о том, что это доноры костного мозга, как будто бы не нужно путать там со спинным и головным мозгом. Это совершенно другой мозг. Это тот, который проецирует, то есть из него в дальнейшем вырабатываются кровяные тельца. Так вот, берутся вот эти донорства костного мозга, и это из плоской кости, это тазовая кость, а донорство гемопоэтических стволовых клеток, это те же самые, как бы, цель одна и та же, это из венозной крови. Ну, если мы говорим о том, что именно для трансплантации. Так вот, мы занимаемся, вот наша миссия именно только стадии рекрутинга. Мы призываем людей вступать в регистр доноров костного мозга. Впервые мы начали эту работу в 2015 году, когда к нам обратился Санкт-Петербургская медицинская академия, и с центром Раисы Максимовны Горбачевой мы начали трудиться. На сегодняшний день мы сотрудничаем и с Москвой, и с Кировом. Мы создавали еще свой башкирский, но в 2020 году нас всех объединили, в 2022, простите, году нас всех объединили, и теперь у нас общероссийский этот регистр. На сегодняшний день наш вклад нашей республики – это чуть более 12 тысяч доноров. А для того, чтобы спокойно как бы существовала республика и не искала за пределами республики доноров, а это достаточно кропотливая и нелегкая работа, то нам нужно не менее 15 тысяч доноров. Я думаю, что мы в ближайшее время достигнем этой цифры. У нас есть уже успехи в этой области. У нас было 49 совпадений, и из них 19 трансплантаций состоявшихся. Это значит уже 100% реальные спасенные жизни. Ну вот на сегодняшний день такие успехи. Насколько эта процедура, именно донация костного мозга, сложна для самого донора? Ну, я уже сказала, что двумя способами можно получить. Либо это донация костного мозга из тазовой кости, это проходит под наркозом, это обезболивают, и в течение где-то 1,5-2 часов, но это я максимальные цифры говорю, забирается пунктат, и потом вводится реципиенту. Либо это венозная кровь, это сепаратор, где-то, ну, у всех по-разному, от исходного уровня периферических стволовых клеток от 4 до 6 часов происходит. Это в абсолютном сознании, это точно так же, это обычная венепункция, то есть внутривенная инъекция, и подключают человека к аппарату, ну да, иголочка, правда, толстая, и забирают вот стволовые клетки. За одну операцию забирают не более 10% стволовых клеток. Они восстанавливаются примерно через 7-14 суток.
То есть приходит в норму от исходного состояния. Забрали, это не опасно. Забирают именно то количество, которое не повлияет на здоровье донора. Много ли сейчас желающих именно стать донорами именно костного мозга? То есть вот у нас менталитет меняется или нет? Меняется. Меняется к лучшему. Мы уже, я же говорю, мы имеем 12 тысяч только по нашей республике, вообще более 300 тысяч по стране. Ведь дело в том, что все эти гематологические заболевания, ну, как правило, я говорю сейчас о лейкозах, но там большой спектр заболеваний, которые требуют коррекции именно трансплантации костного мозга. Так вот, если в 90-е годы прошлого века, в 20 веке, это для России, для такой категории лиц больных, это был приговор. Сейчас это только диагноз. Диагноз, и при случае, если подбирается пара донор и реципиент, то тогда это уже выздоровление. Это полноценная жизнь. Поэтому, да, конечно, мы стараемся объяснять, что это нужно делать. Ведь все мы рождаемся для того, чтобы жить. Не у каждого это получается. Кто-то заболевает, и ему нужно помочь. Так вот, здоровые люди своим поступком как раз могут и вернуть их к жизни. Елена Васильевна, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Рассказали о таких вещах, о которых, наверное, в большинстве своем молчат. И, может быть, кто-то не решается сделать этот шаг. Я надеюсь, после нашего интервью решится на этот шаг сделать, потому что, наверное, это шанс для кого-то жить. Ну, не наверное, а точно. Точно. Спасибо огромное. Напомню, это была программа «Интервью», и сегодня в гостях была Елена Стрельникова. Это заместитель главного врача Республиканской станции переливания крови. Спасибо, что были с нами.